Съемочная группа МТВ продолжает путешествие по Северной Осетии Алании, республике с многовековой историей. 10 залов и 10 эпох, от истоков до наших дней. И все это в новом Национальном музее Осетии. Кстати, мы стали его первыми посетителями, а у зрителей МТВ появилась удивительная возможность увидеть уникальные экспонаты. Дом дружбы в гостях у Национального осетинского музея. Не только расскажем, но и покажем. Всем известно, что кавказские народы всегда славились своим гостеприимством. Осетины не исключение. У них есть свои особенные традиции гостеприимства. Как встречали гостей осетины, чем кормили и почему никогда на застолье не желали друг другу приятного аппетита, узнаем сегодня. Здравствуйте, Залина. Расскажите, пожалуйста, как осетины встречают гостей? Благодарю за проявленный интерес. Так вот, одним из наиболее ярких проявлений высочайшей нравственности в этнической культуре осетин является традиция гостеприимства. Вот она, собственно, как и вся традиционность в целом, уходит своими корнями в глубокую архаику и является собой очень важный компонент в картине мира осетин. Безусловно, как и у всех древних народов, любой обрядовый компонент прежде всего обусловлен с религиозно-мифологическими мотивами, которые нашли свое отражение в многочисленных произведениях устного народного творчества. Так, в осетинском фольклоре имеется значительный корпус всевозможных сказаний, которые вот у осетин называются кадагами, легенд, преданий, сюжеты которых повествуют о том, что в образе путника в любой дом мог появиться кто-либо из представителей небесного пантеона. Зачастую это бывал покровитель путников и мужчин, имя которого женщины у нас не произносят. И следует отметить, что небесные покровители, о которых у нас пишут в различных жанрах осетинского фольклора, они свято почитаются в этнической культуре и по настоящее время. Так вот, от того, какой прием домочадцы оказывали этому путнику таинственному, зависело все их благосостояние, благополучие в будущем. Очень важно отметить обустройство осетинского жилища. Пространство осетинского жилища, оно было обустроено следующим образом. Помимо женской и мужской частей дома обязательно располагалась гостевая комната, то есть по-осетински уажагуат, своего рода кунацкая. Эта комната, она всегда была готова к приему гостя. Она содержалась в исключительном порядке. Частенько ее белили даже известью, в которую добавляли мяту, для того, чтобы гостю, путнику, неожиданному совершенно, было спокойно спать. И характерно, что самые лучшие яства всегда оставляли гостю, потому что гость мог появиться в доме совершенно неожиданно. И первое изречение, которым приветствовали гостя, это «милости просим», да? «Наш дом, твой дом», и все, что в нем имеется, тоже твое. У всех кавказских народов существовал этот негласный обычай. И прием гостя – это всегда считалось делом чести и достоинства. И чем лучше оказывал прием хозяин дома гостю, тем он считался наиболее почитаемым в окружении общества, всего общества. Важно отметить, что гостеприимство, оно регламентировало взаимоотношения между различными народами, потому что в качестве путников часто посещали дом представители других этнических групп, да? И, соответственно, вот эти вот контакты,
они тоже способствовали взаимоотношениям, дружеским взаимоотношениям между различными народами. Часто, вы знаете, на Кавказ, в частности в Осетию, приезжали ученые, исследователи, путешественники. И вот этот вот радушный и трогательный прием, который оказывали им, да, он впоследствии сказывался еще и на том, что эти исследователи, они более глубоко имели возможность изучать все сакральные элементы осетинской традиционной культуры. Вот за таким столом осетины встречали своих гостей, и каждый предмет в доме имел свое значение. Например, эта посуда ритуальная. О значимости традиции гостеприимства говорят также благопожелания, которые сохранены в осетинской речевой традиции по сегодняшний день. Скажем, для того, чтобы верить особому покровительству небожителей кого-либо, обращаются к нему с просьбой принять этого человека как гостя у себя. То есть это говорит о том, что статус гостя является наиболее предпочтительным и значимым в осетинской традиции. Часто происходили следующие ситуации, когда, принимая гостя, хозяин дома мог не знать о том, что он является представителем фамилии кровников. Да? Мы все знаем о традиции кровной мести, которую, кстати, осетины переняли в позднее время. Для древних осетин, представителей нашего народа, эта традиция, она была не вполне свойственна. Да? И узнавая впоследствии о том, кто является его гостем, представители данной семьи не проявляли враждебности, а принимали даже своего собственного кровника как самого дорогого и значимого для них человека. Вот эта вот традиция гостеприимства, она, конечно, сохранена до наших дней, но нужно понимать, что все равно любой обряд, любая культура, она претерпевает некоторые изменения в силу того, что происходят эти изменения и в мире, собственно, да, и вот эти процессы глобализации, они сказываются также и на любой традиции. Но, тем не менее, мы, конечно, часто можем слышать от современных туристов тоже, которые отмечают особое свойство вот осетин – это гостеприимство. Нужно отметить, что осетинская традиционная кухня, она тоже является своего рода проявлением вот этого вот гостеприимства, потому что всем известны, да, наши ритуальные 3 пирога, которые, кстати, тоже содержат глубочайшую смысловую нагрузку, сакральную. И когда привечают вот гостей, произнося обрядовое моление, то, соответственно, посредством вот этой вот ритуальной пищи они вверяют покровительству всех 3 стихий гостей, да, выражая им тем самым особое уважение и особые почести. Практически все компоненты традиционной кухни, они являются ритуальными. Потому что осетинское традиционное застолье, оно тоже представляет собой некое обрядовое моление, да? Не просто употребление пищи, а оно четко структурировано, регламентировано, и, соответственно, вся именно традиционная чистая пища, она предназначена в том числе и для вот этих вот обрядовых молений. Осетинскому обрядовому молению, да, свойственно осознание вот концепции единой Вселенной. И осетины никогда не молятся и не просят у Создателя, у небесных покровителей благ исключительно для себя, для своей семьи, да, как-то вот локально. Осетины всегда молятся о благополучии всего мира, всей Вселенной. Когда осетинская женщина произносит обрядовое моление, обращаясь к тем небесным покровителям, к которым ей дозволено обращаться,
она никогда не молит их о благополучии собственных только лишь детей, а произносит слова, относящиеся вот к детям всего мира. То есть она их благословляет. И вот это вот отличительная черта осетинского традиционного вот обрядового моления. Почему осетины, да, вот на застольях не желают приятного аппетита? Да. С чем это связано? В осетинской речевой практике не существует благопожелания приятного аппетита, потому что с древних времен у осетин считалось зазорным, позорным чревоугодие. И любое застолье осетинское – это не просто прием пищи, а это вот ритуал, это обряд, при этом четко структурированный, где с древних времен не было принято употреблять алкогольных напитков, за исключением вот ритуальных: пива, ронг. И важно, что вот традиционное застолье, оно предполагает присутствие исключительно мужчин. Не потому, что вот женщина в осетинской традиции является статусом ниже, а потому, что женщинам не принято произносить имена большинства вот святых, небожителей, небесных покровителей. И когда осетины молятся, а я уже говорила о том, что застолье четко структурировано, и каждый тост, он представляет собой некую молитву, обращенную изначально к Создателю, да, а затем ко всем небесным покровителям, отвечающим за определенную сферу деятельности человека. Да? Вот. И когда осетины молятся, они предполагают присутствие тех святых за этим столом. Поэтому женщинам, которым нельзя было даже произносить имени, да, мужских покровителей небесных, им, соответственно, и присутствие за этим столом было нежелательным. И прислуживали в основном старшим юноши, своего рода виночерпии, да, для которых присутствие на этом торжестве, скажем, да, застолье, являлось своеобразной школой жизни. Они именно таким образом постигали азы вот ведения достаточно сложного осетинского застолья. И важно отметить, что осетинские традиционные верования ни в коей мере нельзя именовать язычеством, потому что это древняя монотеистическая религия, да, имеющая в своей основе некоторые отголоски даже вот с христианской религией, с православием. Поэтому у нас многие праздники совпадают. Вот календарь осетинский, он во многом совпадает с православным календарем. Правда, некоторые элементы, они схожи более с ветхозаветной религией. И вообще вот осетинские традиционные верования, они очень архаичны и вот, сохранены в основном вот до наших дней. Важно отметить, что, это вот возвращаясь к традиции гостеприимства, что гости тоже, осознавая всю святость и сакральность гостеприимства, они тоже, участвуя в этом процессе, должны были проявлять уважение, такт и почитание всех домочадцев. Вот, скажем, важным элементом осетинской традиционности является отсутствие ярко выраженной гендерной асимметрии у осетин. То есть женщина у осетин всегда имела высокий социальный статус. Вот в традиции гостеприимства существовала как возрастная иерархия, так и гендерная иерархия. Гостю
могли прислуживать, то есть именно прислуживать, да, представители этой семьи молодого поколения. Да, старший всегда садился вместе с гостем, а женщины не присутствовали при этом. Но по завершении вот этого вот застолья гость непременно должен был в сопровождении юношей перейти на женскую половину жилища и выразить свою признательность женщинам, которые обеспечили ему вот такой вот радушный прием. Это тоже такая достаточно значимая традиция. Без чего осетины не отпустят своего гостя? В древние времена гость всегда знал, что у осетин он будет под особым покровительством, и он будет обласкан. И он прекрасно понимал, что когда он будет возвращаться в обратный путь или следовать далее, да, по намеченному пути, при выходе из дома, который его принимал, он обязательно найдет свою одежду, приведенную в полном порядке. То есть и бурка, там, бешмет, башлык, все будет в идеальной чистоте, все будет от дорожной пыли очищено, его конь будет накормлен, напоен. И обязательно еще в осетинской традиции существовало такое вот уважение к гостю, как что-то положить в дорогу. Непременно, чтобы гость не испытывал каких-то вот сложностей в дальнем пути. Вот в прежнее время, вот скажем, если одно жилище посетил гость, то все поселение его считало своим гостем. И не принято было обидеть этого гостя, да, кому-либо из представителей общества, тогда этот человек был заклеймен просто вот позором. Ну, то есть гость, как говорили у осетин всегда, Божий гость, Божий гость, то есть посланник Бога. Поэтому его и принимали как самого дорогого человека. Осетинские костюмы похожи на все кавказские народные костюмы, но есть ли какие-то отличия? Традиционный осетинский костюм, и в частности женский, да, он на первый взгляд производит впечатление как свойственный для всех кавказских народов, как вот единообразие некое, да, но он уникален, он достаточно своеобразен. И любой элемент традиционного костюма имеет глубокую смысловую нагрузку, начиная от орнамента растительного, который символизирует женское плодородие, да, как и застежки, вот эти вот нагрудные застежки, и шапочка, которая является оберегом, и платок. Но платок, мы знаем, что в древности и даже в современном мире для женщины является основным компонентом головного убора. К сожалению, вот в нашем обществе он используется все реже и реже. Вот. Но следует отметить, что традиционный осетинский костюм, вот именно в таком виде, да, девушка могла надевать не по велению сердца. Да. Во всем существовал вот порядок, который назывался ахдау. И он тоже был связан с обрядами инициации, в том числе и женской. Вот важно отметить, что, вот, скажем, до 3 лет, как мальчики и девочки в любой традиции, да, они не имели такого вот разграничения, да, они воспитывались вместе в женской половине осетинского жилища, и только в 3 года уже девочкам надевали платье, что и прокалывали ушки, что характеризовало уже период ее некоего взросления. Мальчикам тоже уже дарили традиционный костюм, но именно вот в таком виде, да, вот такой вот кафтан так называемый, да, девушка могла надевать только тогда, когда она достигала
уже вот пубертатного периода, то есть периода зрелости, чтобы обществу было понятно, что эта девушка готова к замужеству. Да, совершеннолетие своего рода, и то это было связано с определенным обрядом. Это был праздник весенне-летнего цикла, и когда взросление девушки символизировало вот эти вот перемены в природе тоже. Вот весной, как природа расцветает. То есть все обряды, они также были связаны еще с явлениями природы. Говоря о нашем народе, наверное, имеет смысл вспомнить высказывания выдающихся людей, да, об осетинах, об их предках, о скифо-сармато-аланском мире, потому что все эти высказывания, они характеризуют наш народ как, я бы сказала, что основная черта в идеале, да, это благородство. Благородство и порядок. Порядок во всем, который был свойственен и характерен нашему народу. Я повторюсь, конечно же, с развитием и экономики, с развитием и, в принципе, вот в условиях глобализации происходят трансформации и ритуального поведения, и каких-то этикетных норм. Но в целом, вот если говорить о патриархальном обществе, о древнем обществе, то наиболее характерная черта – это, конечно же, благородство. И это очень важно. Однако это не все. История Республики Северная Осетия-Алания хранит много в себе тайн. Мы продолжим знакомиться с традициями и культурой этого самобытного народа. А уже в следующей программе мы, как и обещали, вновь отправимся в горный Дзуарикао, чтобы встретиться уже со своими друзьями, семьей Дудевых, которые научили нас готовить настоящие осетинские пироги. А еще тетя Галя даст нам мастер-класс, как правильно доить корову, и расскажет, сколько корова дает молока, которое пасется в горных лугах, и сколько из него можно сделать наивкуснейшего домашнего сыра. Не пропустите!